История башкирского национального костюма заинтересовала меня в годы обучения живописи в Уфимской академии искусств. Старинная свадьба стала темой моей дипломной картины, а невеста в свадебном наряде, ожидающая своего жениха, главной ее героиней. Свадебный наряд для невесты начинали готовить еще с детства девочки, мастерили сложные украшения, вышивали долгими вечерами при свете лучины. Каждая деталь костюма имела свой особый сакральный смысл, чтобы защитить новобрачную от злых сил. Отныне полностью менялась жизнь девушки, а вместе с ней и одежда, и весь ее облик свидетельствовал о том, что теперь она замужняя женщина. Не только одежда, но и весь быт был пронизан различными символами, и жизнь состояла из множества ритуалов, имевших важное значение для людей того времени. В процессе работы над картиной мне стало ясно, что мне не хватает знаний о национальной одежде. Я обратилась к трудам исследователей народного костюма, но и они не могли ответить на все возникающие у меня вопросы. Так я начала собирать сведения из самых разных источников. Корни обыденных, казалось бы, элементов уводили вглубь веков, а нити истории тянулись к разным концам Евразийского континента и открывали культурное родство с различными народами мира. Башкиры издревле живут между Европой и Азией, в горах и степях Южного Урала. Еще в X веке арабский путешественник Ибн Фадлан упоминал о существовании здесь обширной страны Аль-Башгирт. Человек появился на Урале еще во времена Нижнего Палеолита. Его привлекло обилие растительности, зверей и камня, основного материала каменного века. А ко времени позднего Палеолита он широко расселился по всей территории Урала. Самым известным памятником эпохи Верхнего Палеолита является пещера Шульган-Таш. В ней сохранились рисунки первобытного человека, выполненные охрой и углем. Возраст их около 18 тысяч лет. На стенах пещеры изображены мамонты, лошади, зубры, бизоны, шерстистый носорог и другие символы. Эти рисунки очень напоминают наскальную живопись знаменитых пещер Ласко во Франции и Альтамира в Испании. Ученые-генетики делают смелые предположения о том, что, возможно, авторы этих росписей были носителями одной и той же культуры. Менялись эпохи, разные люди населяли эту землю и сменялись другими народами. В эпоху бронзы люди бороздили просторы Евразии в поисках месторождений меди. На Урале в это время проживают различные культурно-исторические общности. Андроновские племена построили на Южном Урале так называемую страну городов, самые известные из которых – Аркаим. На западе с ними соседствовали срубные племена, жившие между Днепром и Уралом. Свое название эти племена получили за обычай хоронить своих мертвецов в небольших срубах. В Старояблоклинском кургане на реке Демя было найдено украшение, предположительно накосник, состоящий из бронзовых бусин и пластин. Он поразительно напоминает такие же головные уборы, существовавшие до последнего времени у башкир, а также у соседних народов – чувашей, марий, удмуртов.
Ученые не утверждают о прямой преемственности, но вполне возможно, что обычай носить такие украшения восходит к самому бронзовому веку. В раннем Железном веке степи Южного Урала становятся местом кочевания многочисленных скотоводческих племен. Геродот утверждал, что сарматы являются потомками воинов-скифов и плененных ими легендарных амазонок. Самым известным памятником сарматской культуры на Южном Урале является Филипповский курганный могильник. В нем были обнаружены богатейшие изделия из золота и серебра, в том числе и знаменитые золотые олени. Эти изделия представляют собой так называемый звериный стиль, широко распространенный в степной среде. Кочевые племена имели широкие торговые и культурные связи, в том числе и со своими северными соседями, оседлыми лесными или со степными племенами, говорившими на финно-угорских языках. Об этом свидетельствует и то, что привнесенный кочевниками звериный стиль был охотно перенят оседлыми племенами. Лесные племена имели иное понимание красоты и функциональности. Этот поясной набор принадлежит оседлой караабысской культуре, проживавшей в среднем течении реки Белой, главной водной артерии Южного Урала. Если подобные поясные накладки в степи носили мужчины, то здесь он являлся частью женского костюма. Степные сарматки широко пользовались бронзовыми зеркалами. Это зеркало с костяной ручкой в форме бараньих голов. Женщины лесных или со степных племен тоже использовали сарматские зеркала, но немного по-другому. Они отламывали фигурные ручки зеркал, сверлили в них отверстия и нашивали их на одежду в качестве декоративных блях. В этом виде они и сохранились в погребениях. О культуре эпохи раннего железа нам рассказала сотрудница Национального музея Республики Башкортостан, где и хранятся все эти сокровища, Светлана Воробьева. Она написала научный труд по костюму караабысских племен и сделала реконструкцию женского костюма этой культуры. Кожаные платья со множеством бронзовых накладок было обнаружено в свернутом виде в Шиповском могильнике. Обычно кожа полностью разлагается в почве, но бронза обладает способностью ее консервации, благодаря чему сохранились ее остатки. Ни одна культура не исчезает бесследно. Так и обычай применять большое количество металла в женском костюме сохранился в культуре последующих поколений. Начало новой эры меняет всю геополитическую карту Евразии. На Южном Урале появляются многочисленные тюркские племена, которые, вступив в контакт с местным населением, к концу первого тысячелетия объединяются под единым названием – башкорт или башкиры. Арабские путешественники рубежа тысячелетий упоминают о многочисленных городах, расположенных в стране башкир. И действительно, здесь находят много средневековых городищ, относящихся как к культурам племен, которые существовали здесь до консолидации, бахмутинских, турбаслинских, кушнаренковских и многих других, так и тех, которые можно с уверенностью отнести к раннебашкирским. Один из таких городов был найден прямо под Уфой, столицей Башкортостана. Культурный слой этого города, условно названного Уфа-2, достигает 4 метров, что соответствует 1500 лет. Это значит, что Уфа, официальным годом рождения которой считается 1574 год, может быть старше на целую 1000 лет. Раскопки ведутся медленно и с большим трудом, ведь городище находится прямо под жилыми кварталами. Новые раскопки в Уфе-2 откроют много тайн средневековой культуры Башкортостана и позволят узнать, как выглядели наши предки тогда. В период Золотой Орды в стране башкир окончательно утверждается ислам. Традиционное верование постепенно утрачивает значение, и покойников перестают хоронить в одежде. Вместе с доисламскими захоронениями теряются и сведения об одежде. Самые ранние известные мне письменные упоминания об одежде башкирских женщин относятся к XVII веку, когда в 1692 году голландский купец Избранд Идес
проезжал через Башкирию во время своего путешествия из Москвы в Китай. Для того, чтобы сделать реконструкцию по его записям, я пригласила известную художницу Айгуль Байрамгулову. Женщины их летом только в одну рубашку одеты, которые искусно сверху и донизу фалды сложены, из разных цветов шелком вышитые, а зимой кафтаны носят, на немецкие женские похожи. Туфли носят маленькие, плоские, которые им только одни пальцы покрывают и сверх ногтей повязываются. Голову ничем, кроме ленты широкой, на ладонь украшают, которой лоб обвязан. Помянутая лента шелками шитая и с стеклянными бисерами разных цветов рядями украшена, что около головы висят. А иные вместо ленты венцы из картузной бумаги употребляют, которые равным же образом шелком вышиты и бисером украшенные. Он и венец к колбу плоско приляжет и на 2 ладони свыше головы сделаны. Удивительно, но подобный венец был зафиксирован еще в начале XX века исследователем-этнографом Сергеем Ивановичем Руденко у зауральских башкир. Его носила распорядительница архаичного праздника Каргатуй, посвященного прилету грачей. XVIII век. В 1714 году Петром I была учреждена Кунсткамера, кабинет редкостей, первый музей России. Кроме всего прочего, в нем была собрана богатейшая коллекция костюмов российских народов. Вход в Кунсткамеру был бесплатным. Более того, посетителям предлагали кофе и цукерброды, кормили их закусками и поили венгерским вином. В музее всегда находилось множество разного рода народу. В 1740 году императрица Анна Иоанновна решила устроить потешную свадьбу придворного шута князя Голицына с шутихой Бужениновой и так называемое шествие народов, населяющих Россию. На Неве соорудили ледяной дворец, а музею предписали выдать для ряженых придворных бесценные коллекции одежды российских народов, в том числе и костюм башкирской жены. Пьяная толпа превратила большую часть экспонатов в тряпки. Так была утеряна память об одежде башкир начала XVIII века. К счастью, к концу века дело изучения этнографии получает новый виток. Императрица Екатерина II в 1769 году снаряжает ряд экспедиций по провинциям своей огромной империи. Главной целью экспедиции было составление точных данных о топографии и выявление полезных природных ресурсов. Но также полагалось изучить этнографию и языки населяющих империю народов. Руководитель главной экспедиции, немецкий ученый и академик Петер Симон Паллас, не только оставил ценнейшие письменные свидетельства и рисунки, но и собрал коллекцию одежды и украшений народов Урала и Поволжья. 2 экспоната, единственное, что осталось от башкирской одежды XVIII века, находятся сегодня в хранилище Кунсткамеры. Широкое и спереди через плечо, будто орден, висящее украшение, необыкновенно. Здесь женщина целый день от утра до вечера оное носят и всякую работу, сколь оно не беспокойно и тягостно, в нем отправляют. Они сию часть своего украшения называют гильбеге, так как вожжи, коими лошадей управляют. А из того и видно невеликое к женскому полу у башкирцев уважение, коего и в самом деле у них не видно. Этнограф Руденко, с детства живший среди башкир и, видимо, не согласный с мнением Палласа о подобном отношении к женщинам, упоминает эту перевесь под различными названиями – Дауэт, Хасите, Эмейвик, но даже цитируя вышеупомянутый текст, пропускает сравнение ее с вожжами. Девки прищепляют к великому множеству кос ленты и брякушки, которые достают до самых икр, и носят шапку заостренным, длиною в пядень, затыльником, который так же, как и самая шапка, покрывается монетами или корольками.
Очень любопытной является иллюстрация, опубликованная в труде шведа Петера Фалька. «Башкирка в летнем одеянии», так подписана гравюра. Но странным является то, что на груди у нее висит крест, в то время как башкиры вели ожесточенную борьбу против насильственной христианизации. В то же время рисунок казахской женщины очень напоминает по форме и обилию монет башкирский костюм. Известно, что Петр Фальк во время экспедиции пристрастился к опиуму и позже застрелился в Казани в приступе тяжелой депрессии. Поэтому не исключено, что он мог просто перепутать изображение. Головной убор их называется кашпау. Кроме всего кашпау надевается еще вершок, фигуру конуса имеющий. От кашпау сзади попускается лопасть, унизанная серебряными копейками. Кроме задней от кашпау лопасти, попускает во всю спину широкую лопасть, унизанную также серебряными копейками и бисером. Кашбау означает налобная повязка. Но завекая из простой повязки, он превратился в сложный головной убор, который носили замужние женщины. Описанный путешественниками убор век спустя снова изменяется, исчезает вершок и широкая лопасть. Возможно, это связано с понижением благосостояния башкир, что явилось следствием потери большей части земель. Если в начале XVIII века богатым считался башкир, имевший 5000 голов лошадей, то к концу XIX века богачом считался владелец 50. Бисер, кораллы, раковина каури из Индийского океана, ювелирные изделия казанских либо среднеазиатских мастеров – все эти украшения были покупными, и богатство уборов напрямую зависело от благосостояния их владелец. XIX век. В конце XVIII века башкирский народ переводится в военные сословия, и весь последующий век тесно связан с воинской службой башкир. Во время Отечественной войны 1812 года башкиры выставили против войска Наполеона 28 полков. Вместе с мужчинами в походы отправились и их жены. Они не только ухаживали за ними в походе, но случалось, помогали и во время военных действий. Одна из башкирских женщин даже вернулась с медалью. Башкиры должны были сами шить себе военную форму, и для этих целей в Башкирию завозятся фабричное сукно и галун. Конечно, женщины с готовностью использовали этот материал. Башкирский женский костюм вообще склонен повторять одежду воинов. Высокие головные уборы напоминают шлемы. Нагрудники и наспинники походят на кольчуги. В 1879 году в Москве открывается антропологическая выставка, на которой, помимо всего прочего, были представлены предметы одежды российских народов. Поездку и приобретение экспонатов спонсировали богатые московские купцы. На выставке были представлены два причудливых головных убора башкирских женщин. Один из них назывался «такая», который описывал Георгия как головной убор незамужних девушек. Другой убор – «каляпуш» с высокой шапочкой и широким тяжелым наспинником, очень похожий на изображение XVIII века. Местом приобретения уборов значилась самая дальняя Исетская провинция – Восточном Зауралье. Это породило массу недоразумений. Во-первых, на указанной территории не существовало подобного убора и названия «каляпуш». Зато он был распространен в центральной и юго-западной части Башкортостана. Убор украшен сердоликовыми бусинами и бубенчиками по краям, а такая манера украшения применялась лишь на юго-западе. Из этого можно сделать вывод, что деньги были получены на дальнюю командировку, а заказан был как этот, так и другой убор, украшенный совершенно таким же образом у одной и той же местной мастерицы. По легкому звону серебра издалека можно было услышать приближение башкирской женщины. Считалось, что серебро обладает целебными свойствами, а его звон отпугивает злых духов. Женщины носили разнообразные металлические украшения – кольца, браслеты, ожерелья, серьги. Но, конечно, самыми любопытными являются нагрудники.
Нагрудные украшения, имевшие первоначальное значение прикрыть вырез платья и защитить женскую грудь, за века приобрели разнообразные формы и названия, и в каждом регионе существовал свой вид нагрудника. Самыми простыми были муенса, ошейники, в северной части Башкортостана. Мужчины, которые с XVI века принимали участие во всех внешних войнах России, привозили своим женам в подарок монеты из самых разных стран. Нагрудник яга – воротник, украшение башкирок Восточного Зауралья, нынешних Курганской, Челябинской и Свердловской областей. Эти нагрудники бытовали с такими же наспинниками под названием ингелек. Нетрудно заметить сходство этого комплекта с изображением казахской женщины с гравюры Петера Фалька. У юго-восточных башкир нагрудное украшение называлось сельтер – кружево. В нем меньше монет и больше кружев, сплетенных из коралловых бусин. И, наконец, юго-западные башкиры носили нагрудник с самым оригинальным названием хакал – борода. Он украшался сердоликовыми бусинами и звенящими серебряными бубенчиками. Характерно то, что более популярный в XVIII веке разноцветный бисер к началу XX века почти полностью заменяется кораллами. Кораллы, как считается до сих пор, обладают целебной силой. Все эти украшения были предназначены не столько для красоты и демонстрации богатства, сколько имели целью защитить саму женщину от злых сил. И именно поэтому женщины выполняли все хозяйственные работы в полном наборе украшений. Революция и последующая коллективизация труда, привлечение женщин к общественной деятельности и производству полностью меняет традиционный уклад. Меняется и одежда. Тяжелые халаты, еляны, уступают место коротким камзолам, кашмау – легким платкам. Платья, больше не скрываемые под верхней одеждой, становятся пышными и нарядными. Именно в таком виде национальный костюм и попал на сцену. Именно таким мы его и привыкаем видеть с самого детства, и нам кажется, что так в старину одевались наши предки. Хотя на самом деле сценический костюм создан на основе одежды XX века. XXI век. Для современного искусства этнография является неисчерпаемым источником вдохновения. Молодые реконструкторы по крупицам собирают элементы национального костюма и восстанавливают точные копии старинных образцов. Развивается этнографическое кино. На сценах театров идут спектакли на основе народных легенд и сказок. По подиумам шествует красавица в одежде, сшитой по мотивам национального костюма. Но истинное назначение одежды – быть носимой людьми на праздниках и в быту. Ведь если национальный костюм останется только в музеях, на сцене и на картинах, это значит, что он не нужен тем, кто его создал. Вопрос сохранения национальной культуры и идентичности остро стоит среди малочисленных народов. Между тем, самобытная культура каждого народа – часть многоцветной мозаики в картине мира, и хотелось бы, чтобы это многообразие сохранилось и в будущем.
А